языковое наследие тюкагиров. Тезисно буду говорить. Прежде всего, в настоящее время имеется два тюкагирских языка. Северный Ладульский и Южный Одульский языки. Раньше они назывались первый тундренный диалект, это нижнеколымские, второй колымский диалект, это верхнеколымский тюкагиры. То есть раньше был один язык с двумя диалектами. Но сейчас по мере исследования, изучения языков этих групп тюкагиров все пришли к единому мнению. Это все-таки два разных языка, но близко родственные. Даже на глаза бросается, что они не один и тот же язык. Хотя вот в составе, если брать фонетику, в звуковом составе тундренных тюкагиров, например, нету «ш», который фигурирует в языке лесных тюкагиров, например, говорят «ш», «шогуй», а мы говорим вместо «ш» «сегуй», «войти». А в тундренном диалекте имеется очень интересный звук «в», «w», «вай», например, «чаул», «море» и так далее, и так далее. А это вместо этого у лесных тюкагиров имеется «б». Русский «б». Бай, чабул. Тундренный тюкагир акают. Уже чабул видно было в примере моря. А лесные тюкагиры окают. Они говорят чобул, шогуль и так далее, и так далее. А различий имеется лексика очень много различий. Я только несколько примеров переведу. Гора у тундренных называется Ана гора, а у лесных Пе. Но некоторые похожи друг друга. Например, в тундренные говорят Хурул, небо, а лесные скажут Куджул. Вместо Р у них Г, Куджул. Некоторые вообще очень близко подходят. Нямма, тальник, у тундренных и лесных это одинаково. Эну у тундренных это река, а у лесных говорят Уну, тоже близкие. Таких слов имеется тоже, но носители языка и лингвисты, когда общаются, они, конечно, друг друга не понимают. А различия имеются и грамматики, морфологии. Ну, например, часть речи у всех есть одинаковые, у нас прилагательных нету. Но здесь такое, у нас роли прилагательных выступают качественные глаголы. Это глаголы, качественные глаголы, например, белый, нявый, черный, нявый. Вот они сплягаются. Нявый, нявый. Я белый, ты белый, он белый. Вот так и так далее. Количественные, числительные. Числительные у нас тоже это глаголы. Мархон, кион, ялон, ялаклан и далее. Я здесь перевожу в основном северный ладульский язык. И имеется различия в наречиях, местоимения одинаковые. Некоторые похожи друг другу. Мет, это я, те, ты, тудел, он. Мит, мы, тит, вы, титтел, они. А в других, может быть, тум, указательное местоимение имеется некоторые совпадения, но и различия имеется. В наречиях вообще лексические различия там имеются большие. У тундры тюкагиров наречие имеет обязательно «н» суффикс. А вот «н» хорошо, а может хорошо, а вот «н» хорошо. А вот такого «н» суффикса у них, у лесных тюкагиров нет. Скажешь «омощ мы даем», хорошо живу, «омощ». А у нас говорят «амут н» обязательно. И так далее. В общем, вот таких различий много, и поэтому сейчас считают два тюкагирских языка. Если историко-культурном измерении считать, я понимаю под этим, в каком историческом состоянии находится, да, историческо-культурно. Более-менее сохраненный это тундренных тюкагиров, ладульский язык. Лексики имеется в виду. А лесных тюкагиров, вообще владеющих совсем мало. У тундры чуть-чуть больше. Поэтому лингвисты Института языкознания в Москве даже отличаются. Тундренный ладульский тюкагир считает, их язык считается исчезающим. А язык лесных считается язык, находящийся на грани исчезновения. Есть, конечно, здесь какая-то тонкость на грани или исчезающий. Кстати говоря, эти лингвисты московские,
исчезающим относят и венских, казалось бы, сколько их, 9 тысяч человек, нивских и так далее, и так далее. По сравнению, допустим, юкагирами-то. Общее число юкагиров вообще было по последней переписи 1500 всего-навсего. А сейчас, я не знаю, еще меньше, наверное, а может быть больше. Так что здесь они более свободно себя ведут, исчезающие или на грани исчезновения. Но у нас вот это имеется в виду, наверное, то, что у тундренных угреб родным языком более-менее свободно владеет много людей. Да, по нашим подсчетам где-то даже около 100 будет. А у лесных югогиров там 2-3 человека остались. Да, так что это разные вещи. Вообще, надо сказать, югогирский язык в первое время считался не имеющим никакого родства других языков. Поэтому его условно считали полизиатским, в группе языков входили. Туда включали и это кетский язык, нивский язык, юкагирский язык, и тюрменский язык, это полиазиатский. Ну, там и более основательно это полиазиатами считаются чукчи и коряки, эскимосы. Вот так. А сейчас, ну, вообще языковом отношении мы алтайцам не подходим, ни к чуркам, ни к алтайцам, а более всего тяготеем туда, в сторону финно-угорских самодийских языков. Мне кажется, много у нас должно быть совпадений лексики ненецким языком. Да, у нас много таких, даже на простом таком обыденном знании бросается такое ближе этих языков друг к другу. Вот если это очень коротко, историко-культурном таком измерении. Теперь о достижениях. До середины 50-х годов только 2 человека занимались. Это до революции Владимир Ильич Ехельсон. А после революции в советское время занимался Юрий Аврамович Крейнович, ленинградский ученый. Я бы сказал, они же описывали только. Описывали сущность, аффиксы, словоразвательное, словоизменительное, морфологию этих диалектов. Но они считали тоже диалект, естественно. Даже они это назвали это род, тундренный род, колымский род. На самом деле это, как мне кажется, это были отдельные племена. Языки, они друг друга отличались чем-то. Ну, как сейчас нижнеколымские юкагири и верхнеколымские юкагири. Эти языки были племен. А внутри племени были роды, это другое дело. Вот. Малая исследованность этих языков заставляла так думать. Ну, исправлять-то кто некому было. Так и осталось в языкознании вот такие понятия. Вот сейчас конкретно этим тоже не занимает никто. Вот Московский это институт языкознания. Конечно, раньше времени стали говорить, что это 2 самостоятельных языка, тундренные и лесные юкагири, верхнеколымские и нижнеколымские юкагири. Я же говорил, надо, чтобы вышла какая-то научная работа. Я имел в виду свою монографию, но которая еще не вышла из-за финансовых трудностей. Моя монография называлась «Так ли спрочен постулат о диалектах юкагирского языка», где я пытался показать, вот некоторые я сказал, озвучил различия этих языков. И по местоименям занимались, по причастию тоже занимались, по наречиям занимались тоже наши сотрудники ширной филологии. Так что их примеры привожу, а я в основном занимался сопоставлением имен существительных с привлечением материалов других ученых по местоимению, наречию, глаголу. Так что вот так, если о достижениях говорить, да. Достижения, конечно, можно сказать, описано. Сейчас речи у обоих языков, в тундренном тоже, конечно, описано. Даже более того, я написал юкагирский язык для обучения в школе. То есть более простом таком языковой передаче. И благодаря этому, кстати говоря, вот сейчас, в прошлом году, говорят некоторые в этом году, вышли 4 учебника на языке тундренных
юкагиров, да, и 2 учебника по чтению. Это большое достижение, считаю. Достижения были и у лесных юкагиров. Это небольшой словарь Прокопьевых, сестры Павла Егоровна и Александра Егоровна. Букварь совершенно новый, отличается от букваря, который делал Спиридонов Константин, Ирина Николаева. Ну, они в основном делали по образцу моему, который я делал в 1986 году, букварь Тундренных юкагиров. А в основном это по этой модели. Да. А это, ну, они говорят, я новый-то не читал, видеть не могу, потому что я уже 15 лет слепой. Так что я своими руками, как говорится, не трогал. Так что вот такие дела. Ну, выходят и практические, имеются вот такие достижения, я как сказал, буквари выходят. Я был научным консультантом всех учебников, учебных пособий, не только автором букваря и так далее, тогда, но и научным консультантом этих переводов. Да, были, конечно, большие трудности. Они ко мне обращались, как будем части эти по-юкагирски. Я говорю, затем голову, ребята, новыми словами. Не так трудно изучать. Пусть будет как заимствованные слова. Существительный. Но здесь есть правила, как надо найти. Существительный, числительный, прилагательный. Вот так. Как есть, так глагол, наречие, местоимение. Пусть так пойдет, говорю. Но это нужно для того, чтобы детей не затруднять какими-то новыми терминами, которыми, кстати говоря, некоторые составители буквы учебников, да, они вот так, они приводили на свои языки, на венский, кажется, Химетинов Василий Афанасьевич сделал. Но зачем это еще затруднять освоение детей новыми словами-то? Помню, Шанги тоже говорил, какой-то новый звук у него. Он хотел новый изобразить. Я говорю, у нас, например, В и W. Но мы спорили, как это передать-то во всех издательствах, гарнитуре этих издательств. В имеется. Например, якутский нету. И вот мы спорили с Калиновичем долго, лет 4. Как передать? Калинович говорит, пусть будет русский В с 2 запятыми сверху, с правой стороны. Я говорю, нет никаких таких каких-то непонятных запятых там. Лучше пусть будет В русский, но предисловие мы должны указать. Это у нас в юкагирском языке такого смычного звука нету. И так что В у нас нету. Русский В. Вместо, где там встречаются в юкагирских словах, вы должны читать В, W. Например, написано ВРВ, она читать ВРВ, В. Там, где написано ВАДЛ, она читать ВАДЛ, ВАДЛ и так далее. Но это, кажется, пренебрегла учительница Андрушка из Нижнего Колыма. Ее ученицы, дети, которые учились у меня, везде говорят русский В, ВРВ. И вот так нельзя. Сейчас, говорят, мы изменили, ну, читаем, вот так. Как это? Мы тоже, говорят, ну, вот бы я теперь сестру знал, Андрушкина живет, Дарья Николаевна. Она разговаривала. Нет, говорит, мы по ВРВ говорим, В, детей тоже так учим. Нет, ну дети-то так, которые кончили-то уже взрослые, В говорят, ВРВ. И, говорит, даже на меня они какие-то сердиты. Ну, почему нас учат-то? Но я говорю, это по заданию Григория Николаевича я делаю. Вот так. Это в достижениях, я говорю. Достижения имеются, конечно, и научные, да, и практические. Для школьников, конечно, да. Я, например, попытка сохранить язык тундерных юкагиров с 1972 года занимаюсь. Из них 20 лет я потратил, чтобы собрать лексику, словарные единицы тундерных юкагиров у стариков и старух. Хотел успеть, пока они не ушли на тот свет. По-моему, успел, конечно, но другие не знают. Есть слова, которые этим молодому поколению, даже среднее поколение неизвестно. Вот такие дела, в общем.
А такого не происходили у лесных джигугиров, поэтому им труднее, конечно. Но я, во-первых, письменность создан на основе, в 83-м году учрежден, на основе литературного языка тундры джигугира была. А вот этим не согласны, например, те, которые занимаются только наукой. Например, Николаева. Нет, говорит, у нас таких надо новых. Только языком болтает, но ничего не делает. Надо было создать у лесных джигугиров свой алфавит, правила орфографии. Они этим не занимаются. А вот критиковать умеет. Особенно Ирина Николаева, которая сейчас живет в Германии или не знаю где. Кстати говоря, насчет родства. Она занимается родством. Древнее родство югославского с финно-угорскими. Но это древнее родство. Но я больше думаю, у нас все-таки больше родства были с амадийскими языками. В данном случае ненецким. Некоторые совершенно подходят. Хамрил, например. Это батрак. Хамрил. У нас тоже говорят хамрил. У них тоже хамрил. Так, дальше современное состояние. Современное состояние, вот и я говорю, не очень плачевно. В школе изучают родной язык. И у лесных джигугиров, и у тундренных джигугиров тоже. Раньше здесь сади было, это, у тундренных джигугиров. Потом эту единицу почему-то закрыли. Вообще какие-то непорядки там происходят, надо сказать. Далее. Дети изучают, но только в школе. А дома уже по-другому. Это верхнеколымским на русском языке говорят, нижнеколымские на якутском, да и на русском. Поэтому я говорю, надо на съезде в своем виде выступления, доклад. И там я говорю, надо добиваться через Министерство просвещения Якутии, чтобы одну штатную единицу преподавателя разговорной речи, кроме преподавателей родного языка в школе, должен быть еще в школе преподаватель практической разговорной речи. Учить надо, как говорить, практически, звучание и тому подобное. Для этого специалист имеется, люди имеются. Например, в Нижнем Колыме это Павлова, в Верхнем Колыме это Демина Любовь. Есть у нас специалисты, которые занимаются. А так они безработные. А надо использовать вот это наше... Я это говорю, на съезде говорил, сколько уже следующий съезд будет. Они говорят, нет, мы еще не делали. Как это? Резолюция съезда вошла-то? Нету до сих пор. Вот не тешутся, честно говоря. Вот так. А так вот скоро так умрем, язык исчезнет. Я, например, все сделал. В смысле, подготовку материала. Письменность создал, словарь создал, букварь создал. Я потом участвовал в подготовке учителей родного языка в университете. Потом я, благодаря Министерству просвещения, добился, чтобы предмет югославский язык, родной язык включен был как предмет отдельный. Поэтому стали изучать родной язык югославский-то. Ну и публикации не появились, поэтому и барды появились, поэты появились. Движение имеется, но все же надо, перспектива развития такое, слишком не надо нагружать родным языком. Надо, я говорю, разговорный язык, общение, вот так, хотя бы такое общение. Здравствуйте, пришел, ну как здоровье, что расскажете? И вот так надо третий поговорить на своем родном языке, как бы вдохнуть воздух родной атмосферы, родного языка. И этого достаточно. А не надо там философствовать всякие там, допустим, там, например, вот якуты говорят, благодаря этим некоторым ученым, литература – это место литература. Что плохого литература? Заимствованные слова должны так произноситься, как они там, и в своем, там, если это на русском, так на русском. Почему-то мы говорим кофе иностранный, а не кафе, ты хоть так, не знаю. Говорят, литература, институт. Зачем вот так сильно неволить тебя? Надо институт, все. Пусть привыкают дети. Пусть речевая
артикуляция привыкнет к этому. Поэтому им-то легче потом и русский язык изучать будет, и другие языки. А то свою артикуляцию своим, только своим языком ограничивать нельзя. Поэтому среди учащихся, говорящих, насколько мне известно, по-русски хорошо чисто мало было. Во всяком случае, в 50-х годах, когда я был студентом еще здесь, в Якутии. Но сейчас идет тронулся давно. Перспективы вот так имею в виду. Не надо слишком нагружать языком, надо разговорный. Конечно, в школах надо преподавать, тем более учебники созданы, например, у тундренных юкагиров. Аж 6 учебников, 4, аж 7 букварь для 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса. Потом 7 книг, книга для чтения 2. 7 книг вышло. Этим надо пользоваться. Что, не как хлам, что ли, будет лежать, что ли? Вот так я бы сказал о перспективах. Да, я еще забываю, я говорю, что структуру я сделал. Это местное самоуправление. Почему-то другие имеют национальные районы, венки, хотя там по-венкийски никто не говорит. Только на концертах исполняют. Вот они надевают национальный костюм, поют. Это концерт, это не знание языка, это обман. Да, обман называется. Ну, по сравнению с этим, конечно, знающих свой родной язык много. И исполнителей, и так далее. У юкагиров мало. Но знающих и певцов, и бардов есть, конечно. Сочиняет есть. Так что повсюду, повседневно на работе использовать надо родной язык. Хоть немножко, вот я сказал, на колывек, на меланиадитман и так далее. То есть окунуться в атмосферу родного языка, разговорной речи. Я так перспектив вижу. Не надо слишком нагружать мозг детей. Ну все, надо работать,